Эфир канала «Якутия-24» продолжит актуальное интервью. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Гость нашей программы сегодня – Сейдалова Надежда, заместитель руководителя управления при главе республики по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Надежда Леонтьевна, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Но, насколько я знаю, не так давно завершилась декларационная кампания государственных, гражданских и муниципальных служащих. Расскажите об основных результатах. Все ли отчитались о своих доходах и расходах? Действительно, 30 апреля текущего года завершилась очередная декларационная кампания за отчетный 2020 год. И вот буквально 31 мая у нас был срок на представление уточненных сведений. В прошлом году у нас сроки были немножко отодвинуты. В связи, вы все понимаете, связано с новой коронавирусной инфекцией. Представление справок было к 1 августа. На сегодняшний момент вообще у нас в республике среди государственных и гражданских служащих, которые представляют данные справки о доходах, их число 3330 человек. Непосредственно наше управление при главе республики по профилактике коррупционных и иных правонарушений представляют справки более 5000 лиц. Это у нас 156 лиц, замещающих государственные должности Республики Саха-Якутия, и государственные гражданские служащие категории руководителей. И также где-то порядка 4978 лиц, замещающих муниципальные должности. Это у нас главы и депутаты органов местного самоуправления. На сегодняшний день можно сказать, что 100% справки нам представили все лица, замещающие государственные должности и государственные гражданские служащие категории руководителей. И на 98% нам представили справки лица, замещающие муниципальные должности. Но картина будет у нас меняться, статистика будет меняться, потому что вот эти 2%, они у нас идут с отдаленных населенных пунктов почтовыми отправлениями. То есть у нас законодательно это предусмотрено. Но вот на сегодняшний момент у нас такие данные, такая статистика. В принципе, у нас все таких больших нарушений, чтобы там кто-то не сдал вовремя, нету. Есть, конечно, отдельные случаи, мы их прорабатываем. В индивидуальном порядке, да, все очень. Да, действительно, объем для обработки информации огромный, да. Но, тем не менее, я так понимаю, работа уже ведется. Да. И были ли выявлены уже какие-то нарушения и наложены какие-то меры ответственности? На сегодняшний день, пока еще, конечно, рано говорить о выявленных нарушениях, и тем более о привлечении к ответственности за декларационную кампанию 2020 года, так как у нас по плану, по процедуре на сегодняшний день идет, где-то это займет, наверное, 1,5-2 месяца, это обработка этих всех сведений, да, и сравнительный анализ. Анализ подразумевает под собой, мы сравниваем справки, которые нам декларант сдал в этом году, со справками за предыдущие годы. Да, то есть после этого, конечно, будет уже анализ, и будет выявляться где-то серьезные, несерьезные нарушения, тоже есть своя градация. И, например, вообще хотелось бы отметить, что работа нашего управления, и хотелось бы очень подчеркнуть, что работа кадровых подразделений, органов госвласти, да, органов местного управления, она действительно ведется, и из года в год мы видим, что таких серьезных нарушений меньше, больше они технического характера. Поэтому, но если сказать об ответственности, то за 5 месяцев этого года и 2020 год всего по распоряжениям главы республики нашим управлением было проведено 22 проверки. Но это проверки не только по справкам о доходах и расходах, но и за нарушение требований к служебному поведению. По результатам у нас 4 лица привлечены к дисциплинарной ответственности, в отношении 4 в настоящее время проверки проводятся. То есть из той огромной, цифры, которые сдают отчеты, то есть эти лица, капля в море, и можно с уверенностью говорить, что есть тенденция к тому, что наши государственные и муниципальные служащие очень ответственно подходят к этому мероприятию. Да, можно сказать так, но я сейчас привела статистику больше по нашему управлению, но мы тоже ведем свой мониторинг и тоже видим, что, конечно, идет на убывание, что, конечно, нас тоже радует.
Давайте поговорим о научно-практической конференции, которая прошла в эти дни в республике. Расскажите, пожалуйста, о чем она была, кто принимал участие, в общем, все подробности. Ну, 16-17 июня у нас прошла в Республике Саха-Якутия прошла межрегиональная научно-практическая конференция по актуальным вопросам реализации государственной политики в области противодействия коррупции. Ну, опять же, в связи с такими у нас ограничительными мерами данная конференция у нас прошла в очно-заочном формате. Она была, конечно, у нас проведена нашим управлением при главе республики по профилактике коррупционных и иных правонарушений при поддержке Министерства образования республики. Всего приняло, конечно, таких управлений, как мы, и ответственные лица, да, это 11 регионов Дальнего Востока, таких же как бы управлений, да, в том числе было принято... Насколько я знаю, еще и Татарстан, и представители московских властей. Да, они в том числе. У нас спикерами были это наши коллеги с управления президента России по вопросам противодействия коррупции и также с аппарата полномочного президента России в Дальневосточном федеральном округе. Ну, поэтому действительно у нас очень была в этот раз насыщенная программа, и очень много было представителей, в том числе представители прокуратуры были, и государственных муниципальных учреждений, образовательных учреждений высшего и дополнительного образования. То есть, вот на ваш взгляд, а в чем ценность проведения таких конференций? Ну, вообще противодействие коррупции – это общегосударственная задача, ее решение возложено на все государственные органы. Ну и проведение подобных мероприятий представляет вообще к себе, что там рассматриваются такие актуальные вопросы, да, какая-то проблематика, да, вырабатываются практические рекомендации по повышению эффективности по противодействию коррупции. Вообще, проведение вот именно научно-практических конференций – это уникальный опыт, где, конечно, собираются и практики, да, где-то, может быть, теоретики, да, в том числе и нам большую честь оказали и выступили на нашей конференции. Это видные российские ученые, такие как Конов Алексей Владимирович, да, директор антикоррупционного центра научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, и один из таких тоже видных ученых, да, в нашей практике, это Кабанов Павел Александрович, директор научно-исследовательского института противодействия коррупции Казанского инновационного университета имени Тимирясова. Ну вот, вообще любое проведение таких мероприятий направлено, конечно, на повышение квалификации непосредственно сотрудников, то, кто занимается каким-либо вопросом, да, и поэтому главной задачей, наверное, все-таки это является обмен опытом. Вот, насколько я помню, и в прошлом году было подобное мероприятие. Можно ли говорить о том, что такие вот встречи теперь станут ежегодными? Да, можно так сказать, потому что у нас у всех, как бы, есть и в каждом таком управлении, как мы, да, в таком же органе, есть план просветительских мероприятий, да, куда, конечно же, включены такие мероприятия, да, и можно сказать, что они ежегодные, потому что в прошлом году управление были проведены практические семинары по вопросам противодействия коррупции с участием также представителей управления президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, да, и Министерства по контролю и профилактике коррупционных нарушений Тульской области. То есть у нас это как бы уже действительно практикуется, да. И, например, в конце прошлого года у нас был очень хороший такой семинар, вот как раз с представителями всех, которые я сказала, выше органов, да, и где обсуждался такой один из, наверное, таких вопросов, это выявление фактов конфликта интересов в закупках. Ну, то есть тоже такая довольно-таки острая на сегодняшний момент. Ну да, проблема существует, скажем так, решать ее нужно. Да, да.
Но вот, насколько я знаю, в этом году ваше управление также приняло участие в российском конкурсе. Расскажите, пожалуйста, что за конкурс, цель и какие-то, может, результаты? Да, управление при главе республики по профилактике коррупционных и правонарушений впервые принято участие в довольно-таки большом мероприятии, и она стала номинантом всероссийского конкурса «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления». Да. На конкурсе, как я сказала, мы принимали участие впервые и представили практику проведения мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря. То есть это ежегодно у нас такое мероприятие 9 декабря. Называлось оно «Вместе против коррупции», и участвовали мы в номинации «Антикоррупционная культура». Да. Данное мероприятие, конкурс проводился в 2 этапа, как бы в заочном формате и в очном формате. Ну и вот 28 мая 2021 года в Российской академии народного хозяйства Государственной службы президента Российской Федерации состоялся финал всероссийского конкурса. Вообще на этом мероприятии приняло более 800 представителей. То есть конкуренция была очень серьезная. Да. И получается, вот из этих конкурсантов 142 участника вышли в финал, в том числе и наше управление при главе республики. Да, и наша практика управления, мы считаем, что в первый раз принята и очень была высоко оценена, и объявлена благодарность Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Данная практика будет уже распространяться повсеместно для использования. Ну, для первого раза, я считаю, это просто блестящий результат. Мы тоже считаем и тоже этим очень гордимся, что вот наши ребята так подготовились, так очень хорошо выступили, достойно представили наше управление и Республику Саха-Якутия. Ну и в завершении нашего разговора скажите, куда можно обращаться гражданам для сообщения о фактах той или иной вида коррупции. Ну, действительно, вся наша деятельность по всем направлениям у нас освещена на нашем официальном сайте управления при главе республики по профилактике коррупционных и иных правонарушений, и в сети, также и в популярных сейчас социальных сетях, как Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер. И также у нас постоянно функционирует телефон доверия. Номер нашего телефона доверия 50 70 70, куда любой гражданин 24 часа может обращаться. То есть это, если у нас нету даже в рабочее время, идет все в записи. Каждый день мы приходим, прослушиваем. То есть может сообщить нам о каких-либо фактах проявление коррупции, где столкнулся с коррупцией. То есть, в принципе, каждый может обратиться по номеру 50 70 70. Ну, а также, конечно, все граждане могут обратиться, как всегда, в правоохранительные органы. Что ж, Надежда Леонтьевна, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Успехов вам в работе и всего доброго. Спасибо большое. Это была программа «Актуальное интервью», и гостем нашей программы сегодня была Сейдалова Надежда, заместитель руководителя управления при главе Республики Саха-Якутия по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Берегите себя, не забывайте носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах.